Якутия. Все ярчайшие эпитеты выбрала в себя эта северная земля. Она бескрайняя, талантливая и трудолюбивая. Характер народа лучше всего познать через праздники и горести. В праздниках, таких как этот красочный Исаах, отразилась многовековая мудрость жителей Крайнего Севера. Их песни и танцы – живая история края, где испокон в дружбе жили люди разных наречий. И тянут они к себе и старого, и малого. И не просто поглядеть, зовут в разноцветные хороводы. И порой, кажется, оживают легенды и предания. Но день вчерашний по-своему оттеняет сегодняшние заботы. Завершается праздник, и буквально на следующий день идут люди в столичный горисполком. Здесь должны развязаться узлы наболевших проблем, и решения приходят сегодня отнюдь неоднозначные. Не бесспорна и такая позиция. Твердо убежден, что председатель исполкома, человек, который избирает непосредственно жителей города Якутска, через своих депутатов, который в своей работе прежде всего опирается на жителей города Якутска, должен работать прежде всего на доверии горожан. Я этого доверия не получил. И я подаю в отставку. Это шаг не кокетство, не поза, не игра в демократию, не обида. Кто так считает, тот глубоко ошибается. Я хочу что сказать, что нас представляют в народе, как недавно мне сказали о митингами, новые дворяне. Это такие железные канцлеры, не имеющие ни души, ни тела. Я далеко не ангел. Думаю, что и многим здесь сидящим причинил немало, так сказать, в общем-то, так сказать, своей активной деятельности. Может, это неумелой деятельностью, что ли, неудобств. Если кто-то думает, что я боюсь трудностей, что это тоже не так. У меня есть честь, достоинство, я думаю, всех у вас есть, так сказать. И когда против тебя голосуют, то иного пути нет. Но все же прошу сегодня сессию решить, кто будет председателем исполкома. Павел Павлович Бородин. Именно ему, мэру Якутска, горожане отказали в доверии. Отставку вызвал острый жилищный кризис и социальная необустроенность города и его жителей. Теперь куда вот это жаловаться, если мы во всех инстанциях уже побывали, вот уже документов собрали, уже Роман Шолохова собрали. Так это еще не все документы, они еще в суде, у адвоката. И сколько можно и куда писать, я не знаю. Во что мы должны верить? Мы уже в советской власти не верим. О какой перестройке может речь идти, если у нас даже никаких сдвигов, даже вот на полмиллиметра нет? Да бюрократизм как был, так и остался. Решать депутатам. На каких весах измерить весь поток жалоб и заявлений? Ведь в тесноте и обиде живут многие. Когда мы были против такого распределения квартир, обратились в прокуратуру городскую. Единственная городская прокуратура действительно принесла протест профкому администрации, что неправильно вы распределили квартиру. Ответов, аргументированных и четких, горожане так и не получили. Все обиды вылились на горисполком, хотя круг равнодушных руководителей гораздо шире. Вот и депутаты встают перед дилеммой. Ограничиться отставкой мэра или сообща взяться за наведение порядка в жилищном вопросе. На фоне ликующей природы ярче проступают бытовые неурядицы. Традиционные формы протеста перечеркнула голодовка двух жителей Якутска, Дмитриева и Чернышова, которых незаконно обошли при распределении квартир.
Бурной была сессия. После долгих обсуждений мэра оставили. Учитывали его краткий стаж и самокритичную позицию. Может, и для Бородина этот протест горожан станет прозрением? Просто страшно тяжело работать советских органов. Все люди ждут от нас, что мы власть, советская власть, мы должны все решать. А откровенно скажем, нам надоело кланяться, просить, как деньги, ресурсы, материалы, квартиры и прочее. Ну что это за власть, так сказать, которая, в общем-то, ничего не имеет? Значит, должно быть так. Вот жители города Якутска, вот их власть. Совет городской совет народных депутатов и исполком городского совета. И вот только он решает все вопросы социальной справедливости в городе Якутске, все вопросы распределения жилья, вопросы обеспечения какими-то другими товарами. Если это будет, тогда и будет вся власть советом. Если этого не будет, то и вряд ли будет действовать лозунг «вся власть советом». Внешне неласковая природа щедро одаривает своими богатствами трудолюбивых и настойчивых. Северная рыба рассчитана на самый изысканный вкус. Но труден день рыбака. Об этом лучше других знает Иван Николаевич Антонов, более полувека посвятивший рыбацкой доле. На высоком берегу Идигирки часто встречаются старейший рыбак Антонов и капитан траулера Александр Васильевич Комарицын. Семья Антонова, а здесь 11 детей и 23 внука, и команда корабля Комарицына находят общий язык в труде. И ни один из них не отказывается от трудностей. За это любит их суровая и богатая природа, привечает люди. Древнее и поныне живущее ремесло передается по наследству. Все члены дружной семьи при деле. У каждого определенные обязанности, подсказанные многовековым укладом бытия, где на первом месте всегда было стремление достойно пройти по кругу жизни.